Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Будничный Суперпрайм. Не пропустите главное». И мы его ведущие Дмитрий Аргунов и Александра Салих. Мы сегодня поговорим о такой проблеме, которая может коснуться каждой семьи. Конечно, да, не хотелось бы, чтобы это явление ширилось, множилось, но тем не менее факт остается фактом. На минувшей неделе у нас прошел в городе республиканский фестиваль, благотворительный фестиваль, посвященный проблемам людей с тяжелыми заболеваниями почек и печени. И как один из аспектов прошедшего мероприятия рассматривали вопросы, связанные с трансплантацией органов. Вот это вот явление, когда, ну, я не буду говорить кошмара, когда там органы на запчасти, там торговля органами и так далее. У нас абсолютно, судя по моему утреннему установочному эфиру, картина иная, да, и тут и медики нашей республики, и здравоохранение, и, скажем так, общественность, когда сами люди, страдающие от этих заболеваний, их родственники объединяются в организации и сообща решают те или иные проблемы, вот это вызывает на самом деле воистину уважение, наверное, без преувеличения. Да? И мы, пожалуй, начнем. Я уверен, что наша сегодняшняя аудитория, которая я более чем считаю, что и компетентна, и, скажем, имеет что сказать, найдут сегодня возможность выразить свою точку зрения. По местам. Здравствуйте. Здравствуйте, я, получается, тут сижу в окружении медиков. И главный трансплантолог нашей республики. Давайте мы в первом блоке поговорим о пересадке органов как таковом, да, о явлении в современной медицине. И вам слово буквально такое установочное. Ну, трансплантация органов – это пересадка органов людям, у которых отказал какой-то орган. То есть заменяем орган, и больной, вернее, пациент живет как обычный человек. Сейчас проблема трансплантологии в том, что все эти операции освоены очень хорошо, но самая большая проблема – это нехватка органов. Так называемое органное донорство в России не развито. Органное донорство – это, по-простому говоря, посмертное донорство. Когда констатируется смерть мозга, а остальные органы поддерживаются аппаратурой, в этом случае изымаются органы для пересадки вот этим больным. Этим самым спасаем этих людей. Ну, проблема в том, что менталитет у нашего народа такой, что все думают, что для вот доноров, у доноров органы мы забираем таким образом, что специально продаем или специально умертвляем людей, не лечим людей и забираем эти органы. Но это не так. То, что вот СМИ показывают, что там продают органы и так далее, это практически в Российской Федерации невозможно. Да и во всем мире, наверное. Да, и во всем мире невозможно. Потому что для того, чтобы полноценный орган забрать, надо лечить этого больного, реанимировать, вернее, этого больного очень хорошо. Если плохо будем лечить, то мы получим плохой орган, который не приживется. То есть результата не будет. Поэтому вот после смерти мозга, когда констатируется смерть мозга, поддерживается терапия очень бывает интенсивная, чтобы получить полноценный орган. Вот нам надо показать нашему народу, что это необходимо, что тут ничего криминального, крамольного нет. Валерий Сергеевич, тут из просвещенной Европы нам из столицы некогда дружественно Латвии пишут, да, прописать просто в паспортах пожизненное согласие на изъятие органов после смерти. Это как часть гражданского общества. Ну, до чего Европа дошла, да? Да. Ну вот сейчас у нас тоже предлагается. Вот, например, в водительских правах писать, что согласен при смерти стать донором. В ДТП, да? ДТП. Ну, это донор в основном бывает после ДТП. Это смерть мозга, когда мозг уже мертвый, остальные органы поддерживаются оборудованием, аппаратурой, вот тогда они являются
Основная масса доноров такие. Валерий Сергеевич, вам также приписывается очень такое вызвавшее, может быть, ну, не резонанс, но внимание определенных наших читателей, зрителей. Каждый человек может спасти троих. Это получается печень, почки и третий орган какой? Сердце. 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 То есть это те виды операций, которые у нас практикуются, или как? Ну, из них мы два вида практикуем здесь. Почки и печень. Сердце пока мы не практикуем. Ну, это не мои слова. Это слова нашего главного трансплантолога Российской Федерации Готье Сергея Владимировича, что человек, умирающий человек, умерший человек может спасти троих. Ну, вот то, что в Европе, например, вот работники церкви говорят, что ты, умирая, должен помочь ближним. То есть, Принципы гуманизма, да? да, то есть должен отдать. Ну, у якутов тоже есть побери, что говорят же они, вот даже лежа в могиле, он нас поддерживает. Это тоже, так сказать, То есть это, товарищи аудитория, это в большей степени такой, не знаю, морально-нравственный аспект. Этическое, Да? То есть правда. Этический. Этический. То есть можно или нельзя, да? Но согласитесь, что родственникам, допустим, прошу прощения, да, если будет хоронить и будут какие-то разрезы и так далее, это будет, согласитесь, неприятно. Нет, а есть же такой закон, а закон разве не... Ну, по закону мы можем забрать, если человек вот при жизни сам не отказался, что и отказывает без донора. Письменно, Если да? это письменно нету, то по закону мы имеем право забрать. Но вот поймите сами, как вот родственникам мы скажем, что вот у него смерть мозга, ну смерть мозга можно сказать, но мы забираем органы для другого человека, это же вот человек. У меня предложение. Все-таки давайте не зацикливаться на каких-то чуть ли не анатомических, да, аспектах. А давайте говорить о том, когда живой человек спасает живого человека. Да? Это более, скажем так, гуманно и более оптимистично, что ли. Что у нас в республике? Вот пересадка части печени и пересадка почек практикуется. Да? Это те операции, которые проводятся у нас непосредственно в Национальном центре медицины. Вот об этом явлении. Сколько вот операций вообще проходит, что предшествует, какова процедура вообще вот этих мероприятий? Ну, Давайте вы начнете, и мы- тут коллеги поддержат, наверное. Мы сейчас практикуем родственные пересадки, то есть от близких родственников больного. Это почка и часть печени. Но вот подобрать родственника даже здорового очень трудно, очень трудно. Поэтому вот эта перспектива, мы всех этим родственным донорством не сможем обеспечить. То есть нужен еще человек из вне семьи, да? Ну, нам нужно Чужой. органное донорство, то есть посмертное донорство. Тогда какое-то движение будет. То есть я вашу мысль понял. Тут нужно преломить сознание такое, что Да. рассчитывать не только на, скажем, на родственников, на их органы, Да. да, а еще и быть готовым к принятию некого чужеродного тела, которое является, ну, почка либо печень, да? Получается так, ну, чуть ли не сердце тоже. А почему сердце у нас не пересаживают, вот вы сказали? Ну, во-первых, сердце это только посмертное донорство. А посмертное донорство пока у нас нет. Вот когда начнется посмертное донорство, начнем с почек, печени, потом потихонечку перейдем. Ну, это пересадка органов очень трудоемкая работа. Ну, примерно, вот, например, для пересадки печени, родственной печени, значит, вовлечены, работают одновременно около 30 человек. А почек? Да. Около 30 работников, и минимум операции идет 12 часов По пересадке. по пересадке. Значит, А в год сколько операций проводите? Ну, год самое большее мы 10-11 пересадок и почек, и печени делаем это в республике. в республике. В То республике. есть это вы всех обхватываете, нуждающихся, или Нет, еще... не обеспечен. Далеко. Какой Это процент? где-то
процентов 1-2. 1-2%. Да, нуждающихся. 20 вот этих операций – это 1-2% Да. нуждающихся. Да. Все остальное вы, медики, предлагаете в какой-то мере переступить через вот этот этический, скажем так, барьер и Да. перейти на Органы посмертное донорство. Посмертное посмертное. донорство. Знали бы мы, что такая тема, да, ну, реально вот как тяжело разговаривать, но тем не менее, нужно тему развивать и, скажем так, какие еще вот аспекты есть, может быть, непосредственно, может, давайте, главный Ну, хирург. давайте я так скажу, что донорство – это, собственно говоря, единственный выход для этих больных, потому что даже аппараты искусственной печени или почек – это во всем мире считается временным таким явлением. То есть, Поддерживающим. поддерживающим до того момента, пока ему не пересадят эту почку. Вот. Что касается родственной пересадки органов, да, то тут проблема в том, что родственника может быть просто не быть. Может быть, родственник вот, действительно он соматически нездоров, болен, у него имеются противопоказания, да, чтобы не создавать двух инвалидов. Вот, соответственно, человек остается без родственных органов, без родственной почки или печени. И здесь выход только один – это трупная пересадка вот этих органов. Вот здесь основной момент в нашей республике, считаю, да и в России в целом, это вот именно морально-этический. Ни больше, ни меньше, потому что сомневаюсь, что родственник, у которого мы заберем органы, да, даст такое вот согласие или будет рад этому, хотя у нас презумпция согласия есть, да, и мы не обязаны даже спрашивать. Вот. Но вы предлагаете. Нет, мы не предлагаем. По-настоящему были просто прецеденты и в Российской Федерации, когда за этим идут судебные тяжбы, достаточно серьезные. И пока человек, родственники не поймут, что спасая, вот даже есть прецеденты вот в мире, да, когда что человек уже умер, мозг у него уже мертв, и эти органы могут спасти 2-3 человек, там, даже одного человека. Вот. Но пока проблема не коснется нас самих, мы понимать этого, конечно же, не хотим. Да и Вот. сознание просто отвергает такое, отторгает, можно сказать, такую перспективу. Люди, которые ожидают донорских органов, да, вот в Москве, допустим, там где-то еще трупных, да, органов, я имею в виду, они-то это прекрасно понимают. Вот, и они соглашаются с этим, потому что они сами столкнулись с этой ситуацией. А как показывают опросы? Ну, опросы показывают, что, в принципе, да, люди согласны после смерти своей отдать орган, да, и мы сами понимаем, да, вот я бы, допустим, да, будь я на месте там погибшего, да, вот, я был бы не против, в принципе, да, потому что я врач, понимаю это. Но когда человек сталкивается с этим, вот, Нет, а вот, допустим, я захотела стать донором, да, ну, допустим, и это же не зависит от родственников моих. Если я сама дала согласие, подписала какую-то бумагу, да, и тогда уже могу тут, спасти. если будет пометка в правах, например, как это делается в Америке, тогда никаких проблем, в принципе, не будет. Человек осознанно, будучи здоровым в смысле, да, там, здоровым человеком, написал согласие, тогда, в принципе, таких вопросов быть не должно. Насколько у нас, я понял, нету механизма прописано вот этого согласия, получения вот этого согласия пожизненного человека, который, ну, согласен пожертвовать. Ну, у нас в законе сказано только, что если человек при жизни не написал отказ, значит, можно. Можно сделать. Можно. Но Это опять-таки не четко прописано в процедуре. Достаточно, можно, но не презумпция делают. согласия. Да, да, получается. возможно. Два вида вот этих согласия и несогласия вообще распространено в мире. Это согласие, это во многих странах Европы и Америки распространено. А в России и некоторых странах Европы развита презумпция согласия. То есть мы можем изъять органы без согласия данного пациента. Но при этом есть и юридические аспекты, которые нужно решать, есть судебно-медицинские аспекты, которые нужно решать. Это сложный вопрос. Поэтому нам еще нужно развиваться до европейского уровня, до американского уровня. Тогда еще у меня такая догадка, да, вот когда военнослужащие и так далее, несчастный случай происходит во время несения воинской службы, да, и то, что они, скажем так, не в полной мере целые пребывают, ну, допустим, если огнестрельное ранение в голову и так далее, да, то у них шрамы бывают посмертные. Это, возможно, связано вот с этим, да, то есть человек как бы не написал отказ от того, что в свое время. Нет, ну это вот, наверное, вот... Нет, это криминальные
скажем, трупы, они все подлежат вскрытию, то есть судебно-медицинской экспертизе. Естественно, при судебно-медицинской экспертизе у человека появляются шрамы, где изучается и головной мозг, и внутренние органы все. Поэтому эти шрамы, то есть, Ну, это связано с судмедэкспертизой, да, получается, да? оно все равно будет. Это все травматические смерти, которые должны изучаться судмедэкспертизой, они все это проходят. Это 100%. А дети? Дети есть вообще вот? Ну, как детей лечите? Есть ли пересадка детских Это органов? уже коэффициент. Детского донорства посмертного у нас в России нету, поэтому детей, у детей сейчас в данное время идет только родственное донорство. Но это обычно отец или мать. Это или почка. Ну, тут имеется еще проблема в том, что вот надо до определенного возраста держать, вот, например, почки на диализе, чтобы пересадить от матери почки. Почка это большая боль, поэтому до определенного возраста держится на замещающей терапии. То есть Потом, выравнивается, да? Да, вот это? да. Когда вот этот подойдет по размеру, начнет подходить, тогда вот это делается. Ужасные, на самом деле, Александр, мы сегодня вещи обсуждаем, но тем не менее, это один из аспектов нашей с вами обыденной жизни. То, с чем сталкиваются тысячи, если не тысячи, то сотни людей, даже в пределах нашей республики, В получается. да? пределах нашей республики сотни людей. Сотни людей. А процедура вообще вот это долгая, да? Конечно. Это, во-первых, констатация смерти мозга, специальной комиссии это делает, которую, вот там врачи констатацию делают. Врачи, которые не участвуют в вот этих пересадках и даже не в том учреждении работают, где пересадку делают, чтобы избежать всяких там разговоров и чтобы не было ничего такого. Вот поэтому это сложно. А если родственное донорство, то Родственное еще донорство дольше, тоже, наверное. и да? тоже ну, примерно это обследование донора и подбор органов происходит где-то в течение месяца. В течение месяца. Это минимальный срок. Плюс операция, плюс реабилитация, Плюс операция, плюс реабилитация. Но зато спасаем человека. Вот насчет процентов гарантии, скажем так, спасения человеческой жизни. Да? Если хотя бы есть даже 50%, наверное, все-таки такие вещи оправданы. Конечно. Ну, сейчас трансплантация развита таким образом, что ну, мы где-то на 95-97% можем гарантировать. А операция платная или... Операция бесплатная. У нас в республике или У нас по в всей республике России? бесплатно. Ну вот сейчас еще проблема возникает. Вот если мы раньше спасались тем, что отправляли в Москву или в Новосибирск по квоте, сейчас вот регионы, у них у самих уже больных много, поэтому уже идет такой разговор, что с чужого региона почему берете? Мгм. А зависит ли это от, скажем, от уровня здравоохранения в регионе? То есть регионы же, они неравнозначны, скажем. Конечно, конечно, Где-то есть сильные клиники, где-то есть... конечно. Это все от этого. Наша республика на каком счету Ну, находится? наша республика по России находится на 7-м месте. По уровню развития? Да. То есть По уровню трансплантологии. по уровню трансплантации? Да. То есть уровень высокий, а доноров нет? Да, доноров не хватает. Нельзя сказать нет. Родственное идет, но Здесь Ясно. еще такой аспект есть, чисто статистический. То есть вот в Москве, допустим, проживает там больше 10 миллионов человек, да, и вероятность, как бы это плохо не звучало, смерти мозга относительно здорового организма молодого выше, чем в республике. К тому же мы рассматриваем больше город Якутск. Если это произойдет где-то на окраине Якутии, да, соответственно, доставить этот орган и так далее, то есть это возникает... Хорошо, целая вот проблема. эти аспекты и уже проблемы конкретно вот больных мы обсудим сразу после рекламной паузы. Мы продолжаем наш эфир. Не пропустите главное, которое посвящено одному из, скажем так, непростых очень явлений. Я прежде всего хочу
принести извинения нашим телезрителям, потому что я вообще-то это фиксирую для наших социальных сетей, поэтому во время эфира мне приходится вытаскивать телефон. Прошу прощения, что я в это время попал в кадр. Я понимаю, что это не очень этично, не очень по-человечески, не очень гуманно. Тема очень серьезная, насколько я знаю, и я осознаю, я не то, что сейчас осознал вот эту вот степень тяжести, я осознаю ее изначально. И в нашем установочном эфире это было сказано и так далее. Я хочу вот передать слово Александре, моей соведущей. Да. В нашем городе есть, в одной семье есть большая беда. У них в пересадке печени нуждается 3-месячный ребенок. Иванова Юленька, она сейчас находится на обследовании в Москве, она готовится к операции. И вы увидите реквизиты в конце нашей передачи, и если кто-то захочет перечислить денежные средства, вы можете это сделать. Мы уже видим все реквизиты у нас на нашем экране. Еще раз можете записать вот эти реквизиты, сфотографировать и потом оказать посильную, может быть, помощь в деле спасения 3-месячного ребенка, девочки Юли. И мы продолжаем наш разговор и приступаем больше, скажем так, к жизни, быту, может быть, самих общественников, людей, которым пришлось столкнуться вот с этим явлением, с тяжелыми заболеваниями почек и печени. Да? Вот у нас гости сидят. И получилось так, что и Гаврил подтверждает это, и Туяра, да, что фестиваль, прошедший вот по благотворительный, по проблемам людей, которые с тяжелыми заболеваниями, они практически сами себе создали, да, то есть попытались вступить. Своими силами, Да, давайте вот расскажем немножко о прошедшем мероприятии. Ну, прошедшее мероприятие прошло очень на ура. Люди, главная тема именно фестиваля была, что информационная, чтобы люди знали, что такое трансплантация и органное донорство, это во-первых. Во-вторых, чтобы как бы более мы все знали друг друга, как бы вот эти все, которые перенесли вот эту операцию, именно реципиенты, друг друга узнали, общались в будущем. Ну и в-третьих, что именно этот проект социальный знал, что именно существует, ну, люди знали, что существует этот проект, и как бы больше обращались, консультировались именно у нас, у специалистов. Ну, конечно, мы совместно с врачами это работали тоже, не без участия врачей, специалистов. Я так думаю, что это один из немногих случаев, когда больные, пациенты и врачи находятся чуть ли не в одном ритме, да, жизни. Ну да, Когда без этого никак. выпистывается вот каждый реципиент, который получает новую надежду на жизнь. Да? У нас телефонный звонок, давайте мы послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Мира, я из города Якутска. У меня цирроз печени, и мне требуется пересадка печени. А у меня родственных доноров нету, родственники не соглашаются, все боятся, что они умрут или что. Есть согласные друзья, они могут ли стать мне донором, вот в крайнем случае, чтобы я не умерла. И здесь могут пересадку сделать, потому что я не могу в Москве долго жить и ждать этого крупного донора. Мы поняли. По закону только близкие родственники. По закону. До 4-й линии. Близкие родственники до 4-й линии. Это, 4-го уровня. а друзья вот как... Друзья нет. К сожалению, наши законы российские вот не позволяют, чтобы друзья могли быть донорами, только родственные. Родственники по крови. А выход какой-то есть выход вообще какой? девушки, чтобы... Органное донорство. Органное донорство, да, это на федеральный лист ожидания по пересадке печени. И, к сожалению, конечно, здесь только придется вот, не помню, Лена, да, Нине ждать очереди вот именно в том городе, где будет проведена эта операция. Вот наши реалии таковы. Но вообще я хочу сказать, что за все последние годы у нас проведено 26 пересадок печени, и основная масса – это родственная. Вообще родственная пересадка, она значительно сокращает время вот, пребывания в листе ожидания и, можно сказать, спасает жизни многих людей. У нас сейчас на листе ожидания в республике состоит около 360 пациентов с гепатитами в стадии цирроза и даже с раком печени.
окончательно готовы к операции 12 человек, но квота вот федеральная 3 человека всего. Поэтому, конечно, эта проблема очень острая. И, ну, я считаю, что она требует такого обсуждения именно с представителями общественности. Товарищи чтобы принять доктора, такой- вот меня вот эта квота, да, в отношении человеческих жизней начинает немножко, как бы, уже давно, да, и квотирование вот это, шансы на жизнь, да, и так далее. Вот с точки зрения профессионалов, как это Это расценивать? финансы. Квота – это финансы. То есть, То есть все банально упирается в деньги, да, да? да. Так я так и не поняла, вот девушки, что делать? Ждать если, очереди. Если, допустим, Ждать если у очереди, нее есть причем деньги, если она будет записана в Новосибирске, ждать очереди в Новосибирске, когда там, скажем, отыщется подходящий труп, да, получается. Собирать Если- деньги и самой выезжать. Или Собирать же деньги самой. То есть помощь друзей может в том случае, что деньгах. финансовые, да, и поддерживать ожидание очереди. Да? Или по квоте. а вы можете вот помочь, допустим, Я ей жду в квоту, например. в информировании? Вот ваши фестивали, они, Да, конечно. да? Да, конечно. То мы есть- для этого и проводим фестивали, чтобы как бы таким стараться помочь, вот кто нуждается именно. Но, конечно, статистика говорит об обратном. Но самое главное, чтобы человек... Говорил, вот вы тоже говорите, что ждете очереди, да, то есть практически в такой же ситуации. Ну, да? у меня ситуация по квоте будет, так таковых денег я не располагаю такими денежными средствами, чтобы выехать. У меня сейчас будет ожидание 4 года проживания в Москве, вот, и по истечении этого времени, в этом времени, мне должны подобрать подходящий орган. Подходящего года. Но в любом случае шанс есть же, да? Шансы есть? Шанс есть в любом случае. А фонд в нашем городе есть? М? Фонд. Нет фондов. нет. Фонда нету, мы как бы начали только развиваться вот в этом плане, только-только начали. Да, только начали. Я болею вот второй год, и активную жизненную деятельность вот только начинаю где-то около года. Помогаю, участвую везде. И чтобы как-то информационно быть подкованным в этой своей как-то проблеме, поэтому я и участвую непосредственно, чтобы в сторонке не оставаться и побыстрее себя восстановить в жизнедеятельности. Еще раз говорю, вот, наверное, больше проблема, наверное, состоит в том, чтобы не доводить вообще до этой ситуации, да? Чтобы не доводить до трансплантологии, как мы вот с вами перед эфиром Да, говорили. лучшая профилактика, конечно, это вообще профилактика при вот заболеваниях печени, вирусной этиологии, когда идет цирроз, рак, да, это прежде всего, конечно, это вакцина-профилактика, чтобы не заболеть гепатитом Б и Д. Во-вторых, это противовирусное лечение, но мы не можем 100% охватить всех пациентов. Это у нас практически 14 тысяч на учете стоит в республике, потому что лечение дорогостоящее, но, по крайней мере, вот в этом году у нас было дополнительное финансирование, и порядка 50 человек сейчас вот получают противовирусную терапию. Третье – это диспансерная работа. На самом деле, как бы не банально звучали эти слова, диспансеризация, то есть обследование человека, который имеет маркеры гепатита хотя бы один раз в год на УЗИ и специфические онкомаркеры, может спасти ему жизнь. То есть вовремя принятые мероприятия, они позволят поставить диагноз на такой стадии, когда можно еще помочь больным. И вообще считается, что любая профилактика, она тогда, скажем так, ценна, когда значит, по цене она экономичнее, чем вот лечение этих исходов. Поэтому, с одной стороны, лучше вылечить 20 человек с гепатитом, да, на ранней стадии, нежели потом вот решать не только, проводить не только дорогостоящую операцию, но еще решать вот такие этические сложные проблемы, которые просто вот, практически неразрешимы, скажем. Они не зависят ни от врача, ни от пациента. Это большая такая государственная проблема. Давайте мы еще один звонок примем и потом дадим слово нашим остальным участникам. Здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Мен Мустафа. Oğlum 20 донор болам барар. Верга? Какие последствия? Алло. Да, мы поняли. Ага. Товарищи врачи поняли, да? 20-летний парень хочет стать родственным, да, донором. Какие последствия могут его ожидать? Донора. Да. Донор это значит большая часть печени. печени, правая доля печени берется, но
в последнее время вот, технология вот, операции изменилась, и в связи с этим вот, удаленная взятая часть печени в настоящее время восстанавливается с течением времени. То есть она Но просто- все равно есть опасность. Вот, ну, большую половину печени отдает человек, но операция есть операция. Всегда есть опасность. А в течение Особенно. которого времени она вырастает обратно? Ну, примерно где-то полгода-год. Полгода-год это не такой уже длинный Ну, срок. это да, это же, в принципе, нормально. Вот обозримая, скажем так, перспектива для да. того, чтобы То есть, получить если шанс на жизнь. да? Человек молодой, 20 лет, он желает стать донором, и в течение года он может полностью восстановиться. Да. Но все равно операция есть операция, поэтому риск. Определенная доля риска всегда есть. По донорскому родственному, да, можно сказать, здесь определенно мы уже 15 лет работаем, да. И во всем мире считается, что раз человек, родственный, живой донор, стал донором, да, и статистика показывает мировая, что этот донор, человек, ставший донором, дольше, среднестатистического там гражданина, скажем, той страны, да, как ни странно. Орган дал, например, почку, да, половину, или половину печени дал, дольше живет. В чем причина? Потому что здесь донора в наших силах уже, да, современная медицина, тем более, включая нас тоже, да, обследуем его полностью, 2-3-кратно, да, поэтому берем абсолютно здорового человека. Если у человека какие-то отклонения есть, но еще она не проявилась, да, современная медицина это может выявить. И мы отказываемся просто-напросто от донорства, от этого родственного донорства, да. И вот отвечая на этот вопрос, можно сказать, что здесь можно тоже вот этическую часть по родственному донорству тоже я вот хотел бы отметить, да, потому что все-таки человек часть органа дал, половину почки дал, да, с 2 почек одну, да, но он остается просто за спасибо и взял, встал, ушел, да, в лучшем случае через 10-7 дней, да, и считается, что это порядка вещей, потому что он родственник, потому что это мать или там брат, сестра, да. Вот здесь немножко вот этическую часть я хотел понять, да, воспользуясь случаем, да, все-таки у нас же вот по Красному Кресту, если человек отдал 40 раз кровь, он становится почетным донором. И он какими-то льготами, там, обслуживание, скажем, там, какие-то там коммунальные услуги там дается, да. Да, действительно, этот человек не становится ни инвалидом, где-то от силы, там, если вот, смотря какую работу, полгода он на больничном листе может продержать, и все. И вот это можно было вот как-то нашим... То есть вы хотите сказать, чтобы поощряли? Да, каким-то путем поощрялись, тогда, возможно, вот это донорство родственное чуть побольше бы стало бы там. И То есть повлиять на сознание именно родственника. Да. И бояться не надо вот этого родственного донорства. В принципе, это здесь включается, да. Тема наша вызывает живое, скажем так, вот, как нам докладывает АСК. У нас есть мнение по телефону, да? Мы слушаем вас, ваше мнение. Говорите. Здравствуйте. Я бы хотел тоже послушал передачу, включил. Я бы хотел рассказать про себя. В 22 года у меня тоже перенес тяжелую болезнь, гепатит Б был. Тоже в тяжелый, почти как бы в цирроз было, почти, но мне уже 55 лет, и я печень излечил. Я просто хочу сказать, что если человек захочет, можно даже и цирроз тоже излечивается, и никакие пересадки даже, можно без пересадок излечить печень. Это я по себе знаю. Вот это я хотел сказать. Конечно, большое. Любая пересадка, это, наверное, крайний шаг. Крайний шаг. Да, крайний шаг. То есть можно все вылечить, не доводить до операции? Вопрос сейчас не стоит, как обсуждаем-то вопрос уже терминальной стадии, а как вылечить, как профилактика. Здесь, в принципе, это есть множество методов профилактики, лечения, да, но мы же обсуждаем терминальной стадии болезни печени и почек. Всегда вовремя. Профилактику. Профилактику и лечение. И лечение.
обсуждаем вот крайний случай, когда уже цирроз сформировался, или почки полностью отказали, тогда может быть только заместительное лечение или пересадка. Все-таки мнение вот насчет социальных каких-то льгот для доноров, да? Вообще человек жертвует собой практически, да? Своим полноценным здоровьем, да? И отказать ему в каких-то, коммунальных льготах, да, это было бы как-то опять же негуманно, да? Вот этот механизм опять, если прописать каким-то образом. Да, если действительно, вот если вот такие какие-то льготы там, ну, поощрения какие-то, да, все-таки, я думаю, вот процент донорства родственного и печени, там, почек, возможно, было бы, ну, в какой-то мере, конечно, возможно, было бы, побольше было бы. И наш сегодняшний вот эфир, наверное, скажем, просто действительно такой общественный там, ну, вы сами сказали, да, вот врачи между собой разговариваем, очень тяжело. Действительно тяжело, конечно, но наша задача сегодня не такая, чтобы людей пугать или мы своими проблемами загрузить, да, а чтобы население знало, что мы, да, действительно врачи, вот сидящие здесь вот, аудитории, все опытные врачи, все знают, как это делается. Ну, Валерий Сергеевич сказал, 30 человек, например, участвует, очень коллектив, очень много участвует. Поэтому здесь какие-то там, кто-то один захотел, убил человека и почку забрал, и печень забрал, так здесь не получится. Поэтому здесь забирается очень коллегиально. И чтобы население как-то поняло, наверное, вот поэтому из-за этого... Да, вот, это тот случай, когда ваша специфика вашей профессии, она может коснуться непосредственно каждого из нас, получается. Да, да. Вот, да, и к этому я призываю население относиться к этому с большим пониманием. Действительно, вот фестиваль провели, вот мы, врачи, медики, здесь сидящая половина, играли в футбол, мы же от своих больных проиграли. Да, проиграли. Вот это, значит, мы очень рады, что мы проиграли от своих больных. Вот, может, вы поддавались. Давайте мы еще один телефонный звонок примем. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот человек, которому необходима трансплантация, в детстве переболел гепатитом, на данный момент нужна пересадка. Может ли выступить донором сестра, да, но она была в контакте с ним, когда он в детстве болел гепатитом? Вы знаете, вот гепатиты, конечно, бывают разные. Не только вот те, которые вызывают цирроз, рак, да, но еще и так называемый энтеральный, АИЕ. Поэтому я думаю, что прежде всего надо потенциальному донору пройти полное обследование. Сейчас говорить просто на основании каких-то событий 20-летней давности, да, это ошибочно. Поэтому лучше пройти обследование и определиться, есть какие-то маркеры гепатита, здоров ли потенциально донор, и уже как бы профессионально решить вопрос вот о том, может ли этот человек быть донором. В любом случае решение будет приниматься на основании данных, которые получаете здесь и сейчас, да? Да, конечно. А не то, что да, конечно. было, скажем так. Угу. Так что шанс в любом случае и надежда в любом случае остается. И сразу после рекламной паузы мы бы хотели обсудить такой вопрос, что родственники вот больных с тяжелыми заболеваниями почек и печени, да, вот каково им приходится, может, им чем-то надо помочь, да, потому что они испытывают нагрузки, сопоставимые, скажем, с теми, которые и больные несут, да. Поэтому вот сидит у нас мама, давайте мы начнем прямо до рекламной паузы. Вот каково вам, как матери больного ребенка, больной дочери? В общем, я мама пациентки диализного центра «Диалог» города Якутска. Дочь заболела 29 лет, у нее отказали обе почки. В общем, причиной нам указали то, что она у меня половинка двойняшек. Вот поэтому, оказывается, с рождения у нее были аномальные маленького размера почки. Валентина, давайте вот сейчас режиссер у нас просит перебиться на рекламу. Вещь такая, да, конечно, негуманно, но после рекламы мы продолжим наш довольно тяжелый разговор.
И мы продолжаем третий блок нашего разговора о проблемах людей, которые страдают тяжелыми заболеваниями почек. И, Валентина, мы прервались буквально на паузу, техническую, скажем так, паузу. Я не хочу говорить рекламную. Давайте мы послушаем дальше вот про вашу дочь. Да, ну, в общем, поехала работать на Северный Улус по программе «Молодой педагог». Она у меня учитель английского языка. Ну, в общем, болезнь, как сказать, ну, подхватила ее там. И, ну, пользуясь случаем, я бы сказала большое спасибо Батагайской поликлинике, именно терапевту Изабелле, я забыла отчество уже, это в прошлом году было, ее привезли на санрейсе сюда, и ее подхватили вот Александр Дмитриевич. Я ему очень благодарна. В общем, они спасли жизнь дочки. Это простудная, да, тяжелая простудная? Да, ну, в общем, проявилась. Она, в общем, потеряла сознание, и все, за 2 недельки отказали обе почки. Так. Ну, сперва, конечно, родственникам, родителям бывает, ну, как у всех родителей, очень сложно и очень трудно. Но есть друзья, есть родственники. Все мы им очень благодарны. Они очень сильно поддержали нас морально, психологически. А вот, в общем, вот на этом месяце у нас и появилась, в общем, еще одна большая надежда. В общем, дочка однажды из диализа пришла с новостью такой, мама говорит, в общем, оказывается, вот не только в городе Москве, а в Якутске можно делать вот пересадку почек. А мы в Москву все анализы, документы уже, ну, там все отправили, как бы ждем вызова на пересадку почки. Но пока что-то там, конечно, очередь большая, и вот поэтому ждем и ждем. А говорят, еще там надо жить в Москве по 2-3 года, ждать своей очереди, ожидать свою почку, чтобы соответствовало все клетки, все там. Так, и вот дочка вот такая обрадованная пришла с диализа, и потом я узнала от нее, что начинает работать вот проект «Надежда на будущее», и главное, вот программа, ну, слово такое плохое, но, как сказать, посмертное донорство. Ну, конечно, больным людям и родителям вот это большое спасение, я думаю. Например, во время конференции врач из Москвы, в общем, рассказал о том, что у врачей Москвы такое изречение есть, прямо меня кольнуло в сердце: люди ради людей. Вот поэтому, почему мы тоже можем, например, спасти кого-то. Говорят же, вот один человек может спасти после смерти даже 5. Ну, если есть у меня здоровые органы, я бы согласилась. Вот поэтому, вот пользуясь случаем, тоже я повторюсь, в общем, я обратилась бы, просила бы население наших телезрителей, всех, в общем, помочь, поддержать вот эту программу, себя, да? Пересмотреть себя. И, в общем, чтоб работала эта программа «Посмертное донорство». Чтобы вот проект вот этот работал, чтобы вот программа вот эта начала работать, потому что это сейчас необходимо. Это своевременно, потому что, ну, я тоже, когда дочка, ну, все были здоровы, я не знала, что такое диализ. Ну, слышала, что муж на диализе ходит там, но я не представляла себе, что так тяжело. Прямо трудно, тяжело. Ну, я дочку встречаю, провожаю, и там вижу очень много молодых людей, девушек особенно, юношей. И вот поэтому я думаю, вот посмертное донорство очень нужное дело, очень необходимое. Спасет кучу людей, да? Да, я очень... Выздоровление вашей дочери. Спасибо. И спасибо за то, что вы такой родитель. И у нас телефонный звонок, давайте мы примем. Говорите. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Это из Еринги вас беспокоит. Зовут меня Валентина. Да, говорите. У меня вот такой вопрос. У меня гемангиома в теле позвонка L1. Я подавала на квоту,
но пришло с Новосибирска отказ, пришел из-за того, что я болела, ну, меня перенесла инсульт я год назад. И дело в том, что я бы хотела знать, через какое время я могу еще раз подать на квоту. Ну, это чисто технический вопрос к медикам нашим, да? Даже не темы нашего разговора сегодняшнего, то есть не тема трансплантации. Вот. С этим вопросом пускай она обратится к заместителю главного врача по лечебной работе больницы, где она находится, Нижневартовской больнице. Этот вопрос решится. И участники нашего, не скажу фестиваля, мероприятия, которое посвящено объединению тех людей, которые страдают, вот, и их родственников, тех, которые страдают тяжелыми заболеваниями, да, все-таки предложение же прозвучало. Да, это какие проблемы, да, после операционной? Да. Да, ну проблемы после операции. Давайте да. мы рондо такое сделаем, не рондо, а оборот такой, да, мы начали буквально с проблем жизни и смерти, да, давайте мы все-таки повернемся лицом в сторону жизни. Что нужно сделать реципиентам, чтобы вернуться к полноценной качественной жизни? Ну, в первую очередь у меня вот такая проблема от лица всех реципиентов по печени, да. У нас нету не центра, а отделения по реабилитации, понимаете? Мы столкнулись с этой проблемой, мы ее решаем, ну как бы наполовину ее решили. У нас врач наконец-то появился, который отучился, да, именно нас вести, контролировать реабилитацию, да. Но так как какового отделения нету, и нам приходится реципиентам бегать по всему городу, сдавать анализы в другом месте, в одном месте, мы в 3 местах сдаем анализы. Понимаете, у нас нет врача, который бы нас вел. И нет отделения. Специализированного. Специализированного, да. Вот сейчас состоит в этом проблема в этом. Понимаете? Туяра, а вообще вот дисциплина после операции, она насколько важное значение имеет? Да, очень важно. Лечебная дисциплина, да, трудовая, может быть. Дисциплина здесь должна быть обязательно, потому что после операции, реабилитации идет, ну, в зависимости от организма человека, где-то год-два, вот так вот. Это в зависимости от организма человека. У кого-то год, у кого-то 2. Но все равно сопутствующие болезни есть, так как мы принимаем иммуносупрессанты. Иммуносупрессию очень сильную, конечно, которая имеет побочные эффекты большие. И поэтому все равно нужен врач, который бы нас контролировал, который бы нас вел. И чтобы не бегали, не сидели там в очередях, то там просили, то здесь просили. Естественно, даже еще и платим за платные анализы, которые, извините, дорого стоят, недешево. Что скажут организаторы лечебного дела вот в ответ? Я не знаю, за какие анализы вы платите, потому что у нас анализ бесплатный. ПЦР, здравствуйте, ПЦР. Вот. В части отделения, ну, есть порядки. Я вот не готов к этому вопросу прямо сейчас ответить, да, но есть порядки, приказы Министерства здравоохранения, да, Российской Федерации, да, где вот расписано, в каком количестве реципиентов необходимо открывать это отделение. Вот. Завтра на работе посмотрю обязательно, конечно, вот этот вопрос. Хотя бы на базе 3-й поликлиники, вот новая же открывается в декабре, да? Я так понимаю. Поликлиника? Да, поликлиники на базе 3-й же. Ну, вы задали мне этот вопрос здесь в коридоре этой студии, поэтому за этот период времени я еще просто, конечно, не могу на него ответить конкретно. Хотя бы маленько поставили другой нас занимаюсь. план. Не, ну можно же поставить, скажем так, отметочку. Конечно, и, не, ну я услышал. Да, услышал. И реально вот товарищам докторам, наверное, не всегда вот отговорки в сторону приказов вышестоящих министерств, да, являются лучшим решением. Нет, конечно, это не лучшее решение, но... Можно же поступить по-человечески. Любое отделение... Даже руководство республики может пойти на это. Ну, вновь открытое отделение, тут как бы вот реалии такие. Любое вновь открытое отделение, это в любом случае это врачи, это оборудование, это затраты финансовые и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Для того, чтобы обосновать это, ну, соответственно, создаются эти нормативные документы, согласно которым мы и работаем. Что вот этот хаос, он никому не нужен. Вот, а Россия у нас большая, и все должны как бы работать одинаково. И в завершение нашей передачи, вот опять у нас пробуждается режиссер, к сожалению, время, отведенное нам, заканчивается, да, и хотелось бы подытожить те
аспекты, которые мы проговорили. Да, конечно, очень тяжелый этический аспект, да, вот вообще проблема самого посмертного донорства. Да. Не все люди готовы, скажем, пойти на такой шаг. Но вот как говорят ближайшие родственники больных людей, да, иногда в такой ситуации полезно перестать быть, скажем так, приверженцем тех или иных ментальных, скажем, направлений. Да. То есть, что-то типа такого. Да. Немножко 21 век на дворе, да, технологии развиты до такой степени, что выращивают новые органы, да, на уровне стволовых клеток. И я думаю, что если мы все общество пересмотрит свои взгляды, свое мнение на эту проблему, которая реально может спасти кучу народа, да, то, наверное, будут какие-то подвижки, и больные наши получат новую надежду на жизнь. Это была программа «Не пропустите главное», и наша тема была сегодня посвящена проблемам больных с тяжелыми заболеваниями почек и печени.